Отрывок из повести сказки Леи Гераскиной «В стране невыученных уроков». «Спрячь, спрячь меня скорей!» — взмолился кот Кузя. «Я боюсь! Я вижу!» Я осмотрелся, но ничего на дороге не заметил. Но Кузя дрожал и твердил, что видит ноги. «Чьи ноги?» — удивился я. «В том-то и дело, что ничьи», — ответил кот. «Очень я боюсь, когда ноги ходят сами, без хозяина». И правда, на дорогу вышли ноги. Это были большие мужские ноги в старых башмаках и грязных рабочих брюках с оттопыренными карманами. На поясе брюки стягивал ремень, а выше ничего не было. Ноги подошли ко мне и остановились. Мне стало как-то не по себе. «А где же все остальное?» — решил спросить я. «Ну, то, что выше пояса». Ноги молча потоптались и замерли. «Простите, вы что, живые ноги?» Ноги качнулись вперед, назад. Наверное, они хотели сказать «да». Кузя урчал, фыркал, ноги пугали его. «Это опасные ноги», — шипел он потихоньку. «Они убежали от своего хозяина. Порядочные ноги так никогда не делают. Это нехорошие ноги». Из трехугольного дома вышел мужчина в спецовке. На нем были точно такие же брюки и башмаки, как и у ног. Мужчина подошел поближе к ногам и сказал: «Не ходи ты далеко от меня, товарищ, заблудишься». Мне захотелось узнать, кто отхватил этому товарищу половину туловища. «Не трамвай ли его переехал?» — спросил я. «Он был таким же землекопом, как и я», — грустно сказал мужчина. «И не трамвай его переехал, а ученик 4 класса Виктор Перестукин». «Взрослым стыдно говорить неправду», — упрекнул я землекопа. «Как мог Витя Перестукин переехать человека? Это же сказки». Землекоп только вздохнул. «Ничего ты, мальчик, не знаешь. Этот Виктор Перестукин решил задачу. И у него получилось, что траншею выкопали 1,5 землекопа. Вот и осталось от моего товарища только половина». Тут я вспомнил задачу про погонные метры. Землекоп тяжело вздохнул и сказал: «Надо только правильно решить задачу, и он снова станет тем, кем был раньше». Землекоп порылся в кармане и вытащил смятый листок. На нем моим почерком было написано решение задачи. Я задумался, я рассуждал, до тех пор, пока задача не решилась. Но и здорово же я обрадовался. Оказалось, что для рытья траншеи потребовалось не 1,5, а целых 2 землекопа. Получилось 2 землекопа, объявил я решение задачи. И тут же ноги сразу превратились в землекопа. Он был точно такой же, как и первый. Оба они поклонились мне и сказали: «В работе, жизни и труде желаем мы тебе удачи. Учись всегда, учись везде и правильно решай задачи».